Билеты уже в продаже на 12-й международный турнир по вольной борьбе памяти великого тренера и педагога Дмитрия Коркина. Среди любителей и поклонников борьбы по традиции последних лет будет проведен розыгрыш ценных призов и подарков по входным билетам. Ну а самый удачливый болельщик уедет на новеньком японском автомобиле. Мировое гран-при пройдет с 11 по 13 октября в Центре спортивной подготовки «Триумф». В турнире примут участие борцы из более чем 25 зарубежных стран и регионов России, среди которых звезды мировой борьбы. Спортсмены в 10 весовых категориях разыграют 130 тысяч долларов. Чемпионат мира по боксу среди женщин стартует в Улан-Удэ. Мировое первенство начнется сегодня. Участие в турнире примут 227 спортсменок из 57 стран мира. В конце сентября тренерский штаб российской команды объявил состав на турнир. Напомним, в сентябре в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин. Улан-Удэ, как заверили организаторы спортивного мероприятия, полностью готов к приему гостей и к проведению турнира. Будет установлено 2 ринга, на которых будут проводиться бои до полуфинала. А 11 октября для решающих боев будет установлен 1 ринг. На открытии выступят около 900 артистов из всех творческих коллективов Улан-Удэ. Спортсменки и гости турнира получат от организаторов в подарок символ первенства – мягкую игрушку в виде детеныша нерпы по имени Байкалочка. Чемпионат мира по боксу завершится 13 октября. Участницы разыграют 10 комплектов наград. Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на четверг. Одним из первых матчей сезона станет встреча обладателей Кубка Стэнли 2 последних лет – Сент-Луиса и Вашингтона. Новый сезон Национальной хоккейной лиги, который станет 103-м в истории. Накануне игроки Сент-Луиса, в числе которых россиянин Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, получили чемпионские перстни. Сент-Луис по ходу прошлого сезона находился на последнем месте в турнирной таблице и в январе сменил тренера. Также двухлетнее соглашение оформил и 23-летний Барбашев, чей прошлый договор истек по итогам прошлого сезона. Вашингтон, за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, также будет входить в число претендентов на титул. Кузнецов пропустит 3 стартовых матча команды из-за дисквалификации за употребление запрещенных веществ во время чемпионата мира 2019 года. Напомним, матч всех звезд состоится 26 января 2020 года. Пройдет он на арене в Сент-Луисе. Регулярный чемпионат завершится 4 апреля 2020 года. В нем примут участие 31 команда. Они разбиты на 4 дивизиона и 2 конференции. В плей-офф выйдут по 3 лучших клуба каждого дивизиона. Оставшиеся места займут по 2 команды из каждой конференции с лучшими показателями. «Зенит» примет «Бенфику» в матче второго тура группового этапа футбольной лиги чемпионов. Встреча пройдет сегодня на «Газпром-арене». Начало 22:00 по московскому времени. В противостоянии с «Зенитом» на международной арене у «Бенфики» абсолютный паритет. Команды встречались между собой 6 раз. Все матчи проходили в рамках Лиги чемпионов. 3 раза победителями выходили петербуржцы, столько же лиссабонцы. Даже разница забитых и пропущенных голов у команд одинаковая – 7-7. В последний раз «Зенит» и «Бенфика» играли друг против друга 9 марта 2016 года на стадии 1/8 финала главного Еврокубка. Тогда со счетом 2-1 победу праздновали португальцы. «Зенит» 9 раз встречался с португальскими командами в официальных матчах: 5 побед, 2 ничьи и 2 поражения. «Бенфика» 8 раз играла с российскими командами, одержав при этом только 3 победы и потерпев 5 поражений. 2 последние встречи против клубов из России португальцы провели в прошлом сезоне. Оба раза уступив московскому ЦСКА 1-2 и 0-2 на групповой стадии Лиги чемпионов. Футболисты испанского «Реала» дома сыграли в ничью с бельгийским «Брюгге» со счетом 2-2 в матче второго тура Лиги чемпионов. Дублем в составе в «Брюгге» отметился Эммануэль Деннис в первом тайме. У «Реала» голы на счету Серхио Рамоса и Казимира. В перерыве в составе испанской команды произошла замена вратаря. Вместо бельгийца Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареоля. В составе «Брюгге» на 85-й минуте был удален за вторую желтую карточку Рут Вормер. Испанский клуб впервые в истории пропускает 2 и более гола в 3 подряд домашних матчах в еврокубковых соревнованиях. В
В прошлом сезоне Реал проиграл дома в 1/8 финала Лиги чемпионов голландскому Аяксу со счетом 1-4, а до этого уступил в групповом этапе российскому ЦСКА 0-3. Денис стал 7-м футболистом, забившим 2 или более мяча Реалу в гостевом матче в турнирной таблице группы А. Брюгге набрала 2 очка и идет на втором месте. Реал идет последним, на счету команды 1 балл. В следующем туре Брюгге дома сыграет с ПСЖ 22 сентября. Реал в этом же туре в гостях сыграет с турецким Галатасараем.